Ассаляму алейкум, Руслан Нургалевич. У меня, как видите, я нахожусь в татарском культурном центре Адлаиды. И несколько слов хотел рассказать немножко о нашей диаспоре вкратце. Это одна из немногих диаспор, которая имеет здесь свой центр, свой культурный дом. И такие диаспоры, как казахи, киргизы, уйгуры, они, честно говоря, с белой завистью на нас смотрели, что у нас есть здесь свой центр. И вот я считаю, что этот элемент мягкой силы, когда Татарстан использует это в других регионах, когда тесно контактит с диаспорами не только регионами России, в том числе за рубежом, это очень важный фактор такой мягкой силы. И следующий такой вот повод использовать эту мягкую силу и привлечение, в том числе и инвестиций, и культурного влияния на многие регионы, я думаю, это 1000-столетие принятия ислама в Волго-Булгарии. Уже было отмечено, что это событие будет отмечаться на государственном уровне в России. И я считаю, что это очень важно. Вот могли бы вы чуть подробнее рассказать, какие наметки уже есть в отношении этого праздника, и как будет ли привлекаться именно на, вот, не только даже на российском, а может и на мировом уровне, потому что Татарстану есть что рассказать и показать, особенно с точки зрения работы с исламом. И наши богословы, такие как Муса Бигеев, они оставили значительный след и, честно говоря, во многом даже опередили мысль. И вот будет ли это также задействовано и развиваться, в том числе и в этом празднике? Ну, во-первых, рады вас приветствовать, видеть, и спасибо за такой вопрос. 1100 лет принятия ислама. Ислам в 922 году был принят на государственном уровне. Есть ислам, который пришел, это у нас Дербент там, он может быть пораньше, но официально принятие ислама как государственная религия это булгары, и это очень знаковое событие не только для нашей республики, в целом для нашей страны. Это очень знаковое событие. В рамках вот нашего обращения есть поручение нашего президента Владимира Путина, Мишустину и мне подготовить программу, как все это будет организовано. Но если сказать, что бы мы хотели, вот столетие республики – это некий такой подготовительный этап. То есть вот очень много мероприятий в рамках столетия, несмотря на пандемию, мы провели. Но здесь, в части празднования 1100 лет принятия ислама, конечно, у нас много будет знаковых событий, потому что фонд Возрождения, значит, стратегическая группа «Россия. Исламский мир», мы ее не только на российском уровне, мы ее должны достойно провести на уровне мировом. И очень важно, ведь самое главное, мы много тех достижений, которые были у наших предков, предшественников, мы потеряли. Вот, школа богословов, вот сейчас идет возрождение Булгарской исламской академии, ну и много-много других вещей, которые сегодня очень важны не только для Татарстана, в целом для ислама России. Вот в правильной форме вы посмотрите, вот ислам России и ислам там Европе. Ведь нигде нет даже какой-то вот такой напряженной точки в нашей стране, где бы ни было, чтобы ислам вошел в противоречие там с другими религиями. Поэтому это большое, огромное достижение нашего российского государства. Это отношение нашего президента к роли ислама. Более 20 миллионов мусульман проживают в нашей стране. И для всех мусульман это будет огромное знаковое событие. По большому счету, в 2005 году Россия вошла наблюдателем в Организацию исламского сотрудничества.
И вот эта стратегическая группа «Россия. Исламский мир», ее возглавлял Примаков и Шаймиев. Сегодня эта функция поручена возглавить мне. Она сближает Россию с исламским миром. И на самом деле к нам исламский мир относится адекватно, воспринимает нас очень позитивно. Вот мы там будем планировать проведение работы стратегической группы в Саудовской Аравии. Такое приглашение уже от Саудовской Аравии пришло. Поэтому я должен сказать, что полная поддержка руководства нашей страны, огромные возможности, созданы площадки «Булгар», которые позволяют там на самом высоком уровне и на этой площадке, и на других республиканских площадках провести эти мероприятия. Но и мы хотим задействовать и наши представители ислама в других регионах, и, конечно же, выйти с рядом таких обращений, мероприятий коллегам по организации исламского сотрудничества. Спасибо большое, Булат, спасибо тебе большое.